ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухтинском университете полным ходом идет 6-й республиканский конвент «Молодежь будущему Республики Коми». Главной площадкой инновационного форума по традиции стала выставка проектов. На суть жюри работы по 5 направлениям – естественные, инженерные, социально-гуманитарные, экономические науки и информационные технологии. Большинство представленных проектов позволяют заглянуть в будущее. Но есть и разработки, что называется, на злобу дня. Я представляю проект глубоководного аппарата для исследования трубопроводов. Он предназначен для обследования труб, обнаружения ЧС, если такие есть, например, утечек трубопроводов. Для помощи МЧСникам, чтобы искать кого-нибудь, например, на дне или что-либо. Изобретение не новое, но его зарубежные аналоги стоят в 20 раз дороже. Так что Евгений за импортозамещение. Есть и не такие полезные, но не менее интересные разработки. Например, экскурсии в Ухте в формате 3D. Просто достаешь смартфон, планшет и ноутбук и заходишь в зал Краеведческого музея. Основная проблема донесения какого-то исторического контекста, какой-то информации – это не привлекательность для молодого поколения. Но если дать человеку игру и в игровой форме какую-то скучную информацию это предоставить, то он сам по себе начнет этим заниматься. То есть с помощью виртуальных туров мы можем любую информацию, скучную, так называемую, показать в интересном в игровой форме при помощи современных технологий. Всего на выставке 300 работ. Некоторые из них уже завтра могут шагнуть со стендов в реальный мир. 3D-принтеры, робототехника – то, о чем совсем недавно можно было только читать, теперь доступно даже детям. Кстати, самым маленьким участникам этой научной экспозиции 8 лет, самым взрослым – 35. Но ограничений для науки нет, и тому подтверждение 300 новых идей для развития цивилизации. Вот уж действительно молодежь будущему.